Рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам таро-прогноз для львов на февраль 2020 года. Достанем 3 карты по декадам из колоды Таро и на любовь, работу и финансы из колоды Ленорман. Сначала посмотрим основные события, подскажут нам Таро. Первые 10 дней Король жезлов. Вторые 10 дней Рыцарь мечей. И третьи 10 дней Тройка пентаклей. Теперь посмотрим, что ждет в отношениях львов. Достанем 2 карты на отношения, 3 карты на работу, на финансы карту и карта совета. Итак, сначала посмотрим, что ждет по декадам львов. Первая карта Король жезлов. Это также карта огня, к какому относится и к какой стихии относится и знак Лев. Здесь действительно будет очень гармоничная такая энергия для вас, дорогие львы. Вы сможете решать абсолютно любые вопросы, которые только перед вами будут стоять. То есть у вас будет огромная мощь, огромная власть. Просто вот все, к чему вы прикоснетесь, будет осуществляться. Вас будут очень уважать, вам будут идти навстречу. Любые ваши идеи будут встречаться на ура. Карта говорит о том, что здесь возможны какие-то поездки по работе, либо, может быть, вы будете кого-то обучать, либо сможете сами чему-то научиться, если захотите. Здесь есть возможность выходить как-то на новый уровень, за какие-то пределы. То есть, либо у вас могут быть какие-то новые договоры, связи, знакомства, может даже с людьми, которые в других странах живут, либо за пределами вашего города. В общем, вы действительно здесь можете как-то расширяться, выходить на новый уровень. Если это касается отношений, то здесь тоже есть возможность как-то обновить отношения, внести в них какую-то новизну, больше страсти. Здесь может быть поездка какая-то вдвоем. Вторая часть месяца Рыцарь мечей для львов. Эта карта говорит о том, что вы стараетесь расширять свое окружение. Может быть, приближаете каких-то людей, которые, может быть, совсем недавно с вами знакомы. Также карта говорит о том, что могут решаться вопросы, связанные с поездками, билетами, транспортом, покупкой, продажей, ремонтом и так далее. Может быть, кто-то будет обучаться, получать права. Также здесь какие-то мастер-классы могут быть либо проводиться, либо вы будете их посещать. Также есть возможность получения каких-то известий, какой-то новой информации, которая вам может помочь зарабатывать деньги, больше власти вам даст. В общем, очень такая динамичная у вас получается и вторая декада тоже. И третья декада, она более спокойная. Тройка пентаклей, вы начинаете уже получать результаты вот того, что вы делали в начале и в середине месяца. И действительно, вы можете, во-первых, заработать хорошо. Вы можете, если, допустим, вы учитесь, сдать какой-то важный для вас экзамен, и вас одобрят. Могут быть какие-то проверки, но тоже все будет успешно здесь. Карта очень как карта, которая будет, вернее, будет настроение, которое будет вас очень радовать. Вы будете чувствовать свою значимость, вы будете чувствовать, что вы становитесь профессиональным в чем-то, вас люди уважают, к вам обращаются, у вас постоянно есть клиенты, у вас постоянно какие-то договоренности есть. То есть вы, в принципе, здесь очень комфортно себя ощущаете. Кроме того, вы начинаете чувствовать собственную ценность, вы начинаете себя очень уважать. Вот благодаря тому, что вы делаете, да, это вот повышает вашу самооценку. Также здесь
В общем, решаются вопросы с финансами. Если здесь вы еще только как бы все старались сделать для того, чтобы заработать, то вот третья часть месяца, она, конечно, очень денежная у вас должна быть. И это еще не предел, то есть еще будет и после как бы расти ваш финансовый поток вот благодаря тому, что вы делаете в начале и в середине февраля. Давайте теперь посмотрим, что ждет львов в отношениях. Здесь выпадает карта ребенок и карта всадник. То есть в отношениях действительно, может быть, будут более значимые вопросы, связанные с детьми, если они у вас есть. Либо кто-то из вас, вы или ваш партнер, будет вести себя как-то по-детски или безответственно, либо как-то уходить от вопросов, которые требуют немедленного решения. Да? Может быть, с другой стороны, это просто какие-то радостные очень минуты, такие отношения очень легкие, может быть, какое-то обновление может быть, да. Здесь действительно вот что-то может вас радовать, и вы будете чувствовать, ну, как будто вы, может быть, снова встретились, да, как будто вот ваши чувства возрождаются. В ваших отношениях есть какая-то новизна, какие-то яркие краски могут появиться. Но вообще ребенок – это всегда что-то новое. То есть может быть и известие о беременности, да, а для кого-то это действительно рождение ребенка. В общем, все, что новое происходит, может происходить в отношениях, да, это вот все февраль месяц. Теперь для тех, кто ищет партнера, выпадает карта всадник, и карта говорит о том, что вы можете встретиться с человеком, который, может быть, приехал в ваш город, да, может быть, он у вас не живет, либо вы сами находитесь в поездке, в путешествии, может встреча произойти. Может проявлять инициативу здесь мужчина. Карта говорит о том, что, может быть, с транспортом какие-то вопросы связаны, может быть, обучение вождению или просто какие-то вопросы, связанные с выбором транспорта, ремонтом или еще каким-то, тоже может вам дать вот такую встречу с человеком. Кроме того, здесь могут решаться вопросы, связанные с обучением, да, может быть, какая-то важная информация, да, и здесь вот, допустим, собирается много людей заинтересованных, тоже может встреча произойти. Но карта рекомендует ждать инициативы все-таки от мужчины. Давайте теперь посмотрим, что в работе происходит. Для тех, кто имеет работу, выпадает карта тучи, и здесь действительно может быть скорое получение каких-то результатов. Это может быть и финансы тоже могут приходить, да, от ранее предпринятых действий. Кроме того, могут решаться какие-то каждодневные вопросы. В принципе, вам тут все ясно. Вы знаете, что вам предстоит сделать, и трудности вас не пугают. Уже совсем скоро вы получите результат. Об этом говорит вот этот как бы желтое такое поле, когда у нас уже созревший урожай, который вот скоро нужно убирать. Но, конечно же, здесь нужно подождать, нужно, может быть, переждать какие-то события. Но тучи – это всегда что-то быстро проходящее, но зато для нас это опыт хороший. Да? Чем больше сложностей, трудностей, тем сильнее мы становимся. В любом случае результат мы получим хороший, потому что уже вложились достаточно. Для тех, кто ищет работу, карта Клевер говорит о том, что удача вас ждет в этом месяце. А может быть, это будет пока еще не что-то такое прям очень сильно значимое, да, но в принципе вот как бы на первое время вполне вас устроит. И дальше рост будет, улучшение, потому что вот по шестерочке мы вполне можем здесь двигаться дальше. Это вообще у нас самая лучшая карта. Она находится под покровительством жизни. Если мы правильно все делаем, выполняем свою роль, то нам помогают высшие силы, приходят нужные обстоятельства, нужные люди, денежки приходят и так далее. То есть здесь удача обязательно будет. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта крысы.
И она говорит о том, что нужно обратить внимание на людей, с которыми вы работаете, на партнеров, на просто тех, с кем сотрудничаете. А здесь есть возможность действительно либо вреда с их стороны, да, может быть, это будет не настолько значимый вред, но все-таки это будет вам неприятно. Поэтому нужно очень строго следить за всем, что происходит вокруг вас. Все, что касается документов, материальных ценностей и, в общем, информации, в принципе, да, которой вы владеете, чтобы она не выходила за пределы. А также карта говорит о том, что, может быть, если вы правильно все сделаете, позаботитесь обо всем, то может быть прибыль очень даже неплохая в этом месяце. Теперь посмотрим финансы и совет. Финансы, кольцо, то есть то, что вы привыкли получать в финансах, вы получите. Может быть какой-то подарок дополнительный, но все-таки, если и откроется новое направление, это новые для вас обязанности, новая ответственность. Если вы на это соглашаетесь, то и финансы тоже прибавляются. Причем это будет не просто проект однодневка, да, это будет повторяться потом, много раз приносить вам прибыль. Для совета выпадает карта снова мыши. И здесь карта говорит о том, что нельзя расслабляться, нельзя доверять всем подряд. Нужно оберегать то, что вы имеете. Деньги, материальное что-то, друзей, отношения. За всем нужно следить, все нужно контролировать. Как только контроль теряется, сразу начинаются какие-то проблемы. И даже если они мелкие, все равно зачем эти неприятности нам нужны? А если положительную сторону этой карты смотреть, то мыши – это что-то, что очень быстро размножается, да. В общем, если вы хотите увеличить свои финансы, пожалуйста, есть возможность в этом месяце. Хотите, допустим, чтобы появился ребенок, тоже есть возможность в этом месяце. В общем, все, что вы хотите увеличить, и придадите этому значение, уделите внимание, оно обязательно увеличится. И наоборот, если захотите, чтобы что-то лишнее, там, то, что вам мешает, ушло из вашей жизни, тоже все это в вашей власти. Дело вот вашего контроля. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы все только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.